Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов. Айдын. В первой части нашей программы мы поговорим про эко-волонтерство. Раздельный сбор отходов в медколледже внедряется с 2019 года. Сейчас в экоотряде уже более 100 студентов. В начале учебного года всегда проводятся экологические уроки с целью экологического просвещения. С 2021 года проводятся акции сбора макулатуры «Сохраним лес вместе». Также студенты участвуют в республиканских акциях «Сдай батарейку» и «Добрые крышечки». В этом году студенты приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «Бум Баттл». И о деятельности экоотряда можно узнать на страницах эко-волонтера ЯМК ВКонтакте и эко-волонтера ЯМК в Телеграм-канале. У нас сегодня в гостях руководитель экоотряда «Эко-медикол» Якутского медицинского колледжа Екатерина Егоровна Томская. Екатерина Егоровна, приветствуем вас у нас в студии. Доброе утро всем. Екатерина Егоровна, расскажите, пожалуйста, вообще, когда с 2019 года у вас работа началась, и сейчас уже у вас какие результаты, какие итоги, и как вы это все начали? Я тоже хочу сказать, что это 2019 год у меня такая знаменательная дата. Все время сейчас я когда экопросвещение, всегда рассказываю историю нашего эковолонтерства, что она создана в 2019 году, когда в городе Якутске, возможно, даже в нашей республике впервые прошла акция раздельного сбора прямо на площади Ленина силами волонтеров города. И осенью у меня тоже пришла идея рассказывать об этом на работе своей в медицинском колледже. И обратилась к нашему директору Дмитрию Афанасьевичу, что есть такая идея. Он, конечно, поддержал. И мы приобрели урну, 2 урны для корпуса и общежития, где отсеки бумага и пластик. И с этого дня, с этой осени 2019 года у нас действует эко-волонтерство. Конечно же, не надо только ставить урны, а надо, конечно же, заниматься экопросвещением, можно сказать, инструктаж, как этими урнами пользоваться, что туда бросать и так далее. Попервой, наверное, было маленечко еще трудно, да? Приходилось объяснять. Да, это уже с того года для первого курса. Там еще все курсы охватили экопросвещением, потом уже следующий год только первый курс поступившие, дальше, и все так первые курсы, которые поступают, проходят это экопросветительские уроки. В обязательном порядке. Да. То есть у вас в медколледже вы отдельно собираете, я тут расписала, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, бумагу, крышки, батарейки, все по отдельным урнам. Насколько сами студенты активно принимают участие в эко-волонтерстве? Сейчас в данное время студенты стали активными. У нас учатся же в колледже 3 года, сейчас даже будет 2 года, и уже новые первокурсники будут поступать. И за эти 2 года даже, или 3 уже, и студенты уже как-то у них эко-привычка появляется. И они даже начинают собирать эти бутылки, алюминиевые банки и сдают мне. Самое главное, что они этим занимаются у себя в медколледже, потом эти хорошие привычки несут в свою уже семью, и там уже занимаются разделением. С какими проблемами вы столкнулись в начале? Эта проблема, самая главная вообще в раздельном сборе, это сортировка же. Не все равно понимают, что именно выбрасывать. Пластиков очень много, что именно. И по привычке смотришь, урна стоит, и все равно как-то иногда выбрасываешь, некуда девать обычный мусор, все равно туда выбрасываешь. И сейчас эта тема тоже актуальна. Каждый год мы же экопросвещаем, и все равно эта проблема, все равно стремимся к идеальному использованию по назначению этих урн для раздельного сбора. Вы сказали этот общий мусор, некуда девать, и вы прям куда... наверное же стараетесь
туда не кидать? Да. Куда кидаете? Куда вы его выкидываете? Урна смешанного, можно сказать, да? Смешанные отходы. Обычная урна для мусора. Разделением занимаетесь, после этого вы собрали, соответственно, уже переполнились, да, вот эти вот урны, их дальнейшая транспортировка куда вы это все отправляете, чтобы уже понимать другим, наверное, кто захочет вот таким же эко-волонтерством у себя заняться, куда сдать, так, мы за что? собираем, и я по ходу, по пути это сдаю на пункты сбора Якутской экологической компании, которые вы можете увидеть по нашему городу, возле жилых домов, где это сдают как раз вот эти все вторсырье. И еще экостанция есть по Вилюйскому тракту, тоже Якутская экологическая компания, туда можно отвезти. И еще в этом году на квартале труда появился фондомат, где за вторсырье начисляются баллы. И мы в этом году начали этим фондоматом активно пользоваться. И баллы, которые начисляет этот аппарат, я отправляю активным эко-волонтерам. То есть Екатерина Егоровна Томская по собственной инициативе собирает вот этот вот переполненный из каждой урны, и вы сами развозите на своем транспорте, сдаете. Да. Вот поэтому вы повели всех детей за собой. Спасибо за это большое. Хочется узнать, в каких акциях вы принимаете участие, какие акции проходят у вас внутри медколледжа, уже потом за пределами. Вот с 2021 года мы начали собирать макулатуру, «Сохраним лес вместе» акция называется, это у нас внутриколледжная. Потом начали тоже внутри колледжа собирать крышечки, батарейки, которые вот всегда эко-волонтеры, начинающие, с этого начинаем, да, маленькие. Это вот, кстати, самые опасные, да, вот и крышечки, да, и батарейки. Вот батарейки, да, опасный отход. И так, и это у нас 21 года, я сказала. И еще далее мы внутри колледжа прошли акции, и все это мы потом сдаем для республиканской акции, которые проводит вот Министерство экологии и другие организации вместе с ним. И это с какой периодичностью проходит? Это почти что каждый год бывает. Поэтому собираем и один раз в год участвуем в этой республиканской акции. И вот в Boom Battle мы в этом году участвовали в первый раз во всероссийской акции, да, по сбору макулатуры. Принимают ли участие ваши студенты в экологических диктантах? Да, в диктантах, да, кстати, мы обязательно эти акции. И с недавних пор еще появился зеленый зачет, тоже студенты активно участвуют. И вот как раз вчера День волонтеров же был, День волонтеров, добровольцев. И очно студенты поучаствовали в Национальной библиотеке на их платформе. И сейчас все участвуют еще онлайн. Еще время есть, до 12, по-моему, числа, если не ошибаюсь, еще идет. Можно поучаствовать. Очень хочется узнать о ваших студентах-активистах, вообще насколько они сами активно в этом участвуют, и их инициативы, наверное, тоже есть идеи, предложения. Каждый год есть, ну, для меня такие яркие, зеленые, можно сказать, студенты, да, которые очень активно участвуют, ведут за собой все наше эко-волонтерство, очень активные. И как раз вчера у нас в колледже был праздник новогодний, где подвели итоги и наградили активных студентов. И там как раз были эко-волонтеры. И я бы хотела немножко перечислить самых активных, которые вчера приняли участие, получили награды, почетные грамоты. Это Арылахов Нюргун, Басов Виталий, Васильева Валентина, Васютенко Валерия, Нутчин Аястан, Протодьяконова Камила. И вот так каждый год мы отмечаем активных эко-волонтеров. Вот зимой календарный год закончился, да, и в конце учебного года тоже отмечаем активных эко-волонтеров. И ежегодно, да, каждый год. И
какой-то праздник не хотите для себя внутри колледжа организовать? Именно для эко-волонтеров, эко-активистов? Ну да, было бы очень здорово. Но обычно я поздравляю их в День экологов, 5 июня, День окружающей среды. Можно внутри медколледжа, да, что-нибудь, какой-нибудь праздник придумать, чтобы поощрять таких детей, ребят. Да, было бы здорово, конечно. В среднем, сколько вы, допустим, можете... Вот бак с крышечками у вас, да? Через объемом сколько он стоит? Бак с крышечками. Там у нас такая, коробочка, и она, прям, я не скажу, что она прям наполняется, я прям забираю каждую неделю, когда там уже несколько горсточек собралось. И мне обязательно приносят вот в рамках акции «Добрые крышечки», мне именно на руки приносят, чтобы я их отметила, и вот таким образом мы копим для акции. Чтобы выявить группы, именно какая группа больше сдала, кто активничает и так далее, чтобы я узнала у себя, кто сдает сколько крышечек. Соревнуются, да, между собой? Да, получается так. Тоже соревновательный интерес есть. Батарейки самые опасные для окружающей среды. Насколько интенсивно они к вам поступают? Тоже вот наравне с добрыми крышечками. Тогда, получается, тоже батарейками так активно пользуются? Да, или они сдают, и находят, копят. Они тоже, вот это я всегда говорю, когда в акции участвуете, пользуйтесь силой WhatsApp, да, чтобы они своим родным рассказывали, одноклассникам, соседям, и со всех собирали, и вот таким образом, чем больше человек узнает, тем больше они соберут. Вы, наверное, изучением... Вот для наших телезрителей, радиослушателей давайте мы расскажем, какой период разлагается пластмассовая крышечка. Вообще пластмассы, они разлагаются 500 лет, и самое опасное... Одна крышечка? Да, вообще пластиковые вот эти бутылки и так далее. И самое опасное, что вот они распадаются на микропластик. Вот составляющие все равно будут в почве, вот это еще хорошо не изучено. Еще говорят, уже даже в крови человека могут найти вот эти микропластик. Поэтому изучение идет. Как будет это все на нас влиять? В будущем. Да. Надо поэтому беречь нашу природу и окружающий мир. И несмотря на то, что есть же вот это вот сознание того, что нужно, да, беречь свою природу, окружающий мир, но тем не менее, да, мы еще не осилили никак мир, так скажем, и вот эти вот пластиковые крышечки, которыми мы пользуемся практически в день по несколько раз, это бутылочки пластиковые вот соков, да, а батарейки сколько разлагаются? Ой, батарейки точно не скажу, я вот забыла. Но ни в коем случае нельзя бросать, в почву. Надо сдавать на правильную утилизацию. Там, по-моему, на сколько-то километров идет вот это заражение почвы. Да. Просто я просто не знаю, куда сдавать, и приходится копить, честно, вот эти вот батарейки. Студенты сами вот для своего развития своего экоотряда в будущем, есть ли вообще у вас какие-то планы? Планы, конечно, это всю деятельность продолжать. И, конечно, еще есть другие планы насчет как-то вот с переработкой бумаги что-то можно сделать, вот какие-то поделки, да. Было в планах еще у нас, открыточки сделать. Даже компостер мне в ум приходит. Можно же компостер поставить возле общежития. Это для разложения отходов этих биологических. То есть вот эти от овощей, там, чтобы они обратно вернулись в почву. А то очень много же отходов выбрасывается вот после, со стола нашего. Опять для любого проекта нужны опять же денежные средства. Участие в каких-то... Да, поэтому это у нас все-таки есть в планах на будущее. Было бы очень здорово. Катерина Егоровна, я вообще сама хотела бы узнать, вы должность занимаете библиотекаря? Да, библиотекарем работаю. Откуда у вас вот эта вот идея появилась и есть побуждение такое организовать при медколледже экоотряд?
Да, вот я очень загорелась этой темой вот как раз в 2019 году, когда вот появилась в нашем городе возможность сдать что-то, какой-то вид отходов, вторсырье на переработку. И, ну, я, конечно, сама стала экологистом, экологично стараюсь вести свой образ жизни. И я не знаю, вот как сказать, как у меня это появилась такая привычка, да, но это, наверное, с детства тоже идет. Помню вот свое детство, как я в тетрадке писала прям от странички до странички, чтобы это, ну, беречь бумагу, что-то такое идет. И, соответственно, уже сейчас у вас целый экоотряд. Сейчас у вас там сколько в команде детей? У нас, ну, осенью я вот первокурсникам рассказываю уже про этот экоотряд, что у нас есть раздельный сбор, и как раз я рассказываю и говорю, чтобы они присоединялись к нашему экоотряду, открываем в сферуме группу, или раньше, ну, в WhatsApp было, да, группа рабочая просто, чтобы для быстрого, оперативного, да, информацию отправлять, объявления, информировать. И вот в этой группе рабочей у нас сейчас более 100 студентов. А я говорю, если вы даже сами сейчас прямо не сортируете, не собираете что-то, хотя бы будьте в курсе новостей, да, экологические мероприятия в нашем колледже, рассказывайте своим одногруппникам, поучаствуйте в акциях, мероприятиях. Просто информирование тоже это очень важно. Ну, не обязательно там, вот, опять же, да, прям сразу научиться сортировать. Да. Со временем придет, в любом случае, эта привычка их разделять. Но то же самое, просто идти и подобрать бумажку, да, там лежит бахила, ее подобрать, мусорный бак выкинуть. Это же тоже эко-волонтерство своего рода. Насколько активно ваши ребята принимают участие вот вне вот этих вот конкурсах, которые проводят у вас вне медколледжа, с эко-волонтерами из других учебных заведений? И вот как раз у нас в прошлом году Институт развития профессионального образования проводил турнир, «Зеленые гонки» называлось, и во всех СУЗах и техникумах, колледжах нашей республики были созданы экоотряды, и все участвовали. Прямо у нас был такой турнир, мы смотрели таблицу, сколько мероприятий проводится, эко-мероприятий. Было очень здорово, и все это отражалось на странице ВКонтакте, и мы так узнали друг о друге, какие экоотряды есть в других колледжах. Было очень интересно. Вот эти вот зеленые гонки, что там было внутри? Так, зеленые гонки внутри прям, экомарафон был, и субботники, мастер-классы надо было делать. Очень много мероприятий было в рамках этих гонок. На всероссийский уровень выходить? На всероссийский, есть? Да, конечно, планы есть, в конкурсах участвовать. Очень много по России тоже таких отрядов. Тоже хотелось бы поучаствовать. Да, активно нужно, потому что о медколледже якутском, который уже внедряет такое вот разделение мусора с 2019 года, должны услышать. И ваш уже опыт, вот с чего нужно начать тем, кто хочет заняться тем же самым сортированием мусора? С чего начать? Я не знаю. У меня телефон у нас всегда с собой же, телефон. Поэтому зайти на аккаунт, на странички «Раздельный сбор», поискать, хэштеги поискать, «Раздельный сбор Якутск», да, и оттуда можно узнать очень много информации. Проводятся субботники городские, очень хорошо там сходить, с пользой провести время, познакомиться с единомышленниками. Вот субботники от Цинет парка же, да, было. Потом
от Министерства экологии, Вода России. Можно, когда-то я участвовала, вот ходили на субботники на 202 микрорайоне. И вот таким образом посмотреть, какие акции, что можно сдать. Вот всегда советуют вот с малого начать. Это самое простое, это добрые крышечки. Вроде такое простое, маленькое, а это, оказывается, очень большое дело. Екатерина Егоровна, огромное спасибо, то, что вы пришли к нам, рассказали про ваш экоотряд. Надеемся на скорую встречу. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Сегодня вторая часть нашей программы посвящена врачу с огромным опытом, который не только лечит, но и учит. Ее стремление к тому, чтобы каждый человек мог преодолеть свои слабости и найти силу в себе, стало примером для многих. Валентина Михайловна верит, что каждый имеет право на второй шанс, и каждый способен изменить свою жизнь к лучшему. Наш гость – врач Кузьмина Валентина Михайловна, терапевт, гомеопат, лидер трезвеннического движения Якутии и России, золотой медалист за укрепление трезвости в мире. Валентина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь я вас хочу поздравить с вашим прошедшим юбилеем. Можно сказать, сколько вам исполнилось? Да, очень как говорите. Валентина Михайловна отметила свой 70-летний юбилей. Я хочу сказать, что вы очень отлично выглядите. Выглядите не на свои годы. И мой первый вопрос, конечно, врач-терапевт. И вот как врачи-терапевты могут помогать пациентам, которые справляются с зависимостями? Зависимостью. Меня это иногда называют Шичко даже. По методу Шичко же я много лет работала и работаю. Но как врач-терапевт справляется с зависимостями, если это ко всем врачам относится, нет, то никак. Вот как мне это, но я не только врач-терапевт, я закончила институт психотерапии, проходила специализацию по многим направлениям психотерапии, в том числе я психиатр-нарколог, на самом деле, сертифицированный. Поэтому, конечно, не как только терапевт я работаю с зависимыми людьми, но и как специалист-нарколог. Но метод, который я применяю, он нетрадиционный и очень необычный, потому что он основывается на том, что человек пьет не то, что он там больной или плохой, а просто потому, что он запрограммирован еще с детства на это алкоголеупотребление, и получается, над нашим народом России сделали большой эксперимент на то, чтобы запрограммировать на то, чтобы люди яд употребляли. Это одна из первых причин алкоголизации населения мира. А вторая причина – это доступность. Вот если вот близко находится магазин или что, то чаще всего покупается. Поэтому два направления имеется по профилактике алкоголя. Это законодательное, когда ограничивают торговлю алкоголя, далеко его, чтобы он продавался, или вообще от него отказаться. И второе – это просто-напросто человека обучает другой программе трезвости. Вот и все. Два направления профилактики, не лечение получается. Лечение – это уже только та часть населения, которая в запущенной стадии находится. А у нас 85% людей культурно-питейщик и 15% зависимых. Из них 2%, которые уже почти не поддаются этому, потому что у них есть и генетические, и другие причины для того, чтобы пить. То есть, а я думала, что можно помочь. 2% невозможно помочь. 2%. Ну, это очень маленький процент, который вообще, даже 15% населения, которое употребляют уже в стадиях, они не влияют на общество. На общество влияют культурно-питейщики, которые пьют по праздникам. Поэтому акцент моей работы был нацелен на то, чтобы обучить людей, которые не пришли к алкоголизму. И особенно мы делали акцент на специалистов. Это так называемые законодатели мнения. Потому что если мы начальника, врача или педагога обучим психологии сознательной трезвости по методу Шичко, тогда он будет влиять на 100, на 1000 людей. А если мы алкоголика выучим, он, слава богу, себе бы помог бы, и все, тогда толку мало. А пока нам думать нужно не о тех 15%, а о тех людей, которые не стали. 85. Поэтому, да, и
то, что сейчас у нас в обществе творится, и то, что действие алкоголя на мозг человека, это страшно. Поэтому нужно информировать. И первая защита нас как людей, как человеков, это именно информация, обучение. Нужно вводить просто-напросто, вот лежат здесь книги по тому, как маленьких детей уже надо учить трезвости. Мы к тому пришли, но у нас где-то в начале 2000-х годов книгу «Майора Александра Николаевича» не могла республика выкупить, потому что денег не хватило, чтобы в школах прямо вводить уроки, хотя бы короткие. Но мы такой опыт, например, с мужем, когда ездили в Верхоянск, мы обучали в 5-дневных курсах именно очень хороших детей, которые не пьют, не курят, ничего. Именно их обучали психологии сознательной трезвости. Если проследить их судьбу, то девчонкам я в шутку сказала, ну вот учитесь на курсах, потом замуж за трезвых будете выходить. Так оно и получилось, потому что они и сами были трезвые, и в трезвом, видимо, общении находились. И, в общем-то, судьба их семейной жизни, их судьбы как людей, она очень хорошо сложилась. И поэтому получается, что мы большую профилактику можем проводить таким образом, простым, доступным, и не очень там нужно много финансов на это. Вот, Валентина Михайловна, вы сказали, мы вместе с мужем. Значит, всей работой вы занимаетесь вместе в семейном тандеме. Да. Кто ваш муж? Протодиаконов Константин Иннокентьевич. И без него, конечно, работа бы не получилась. Потому что вот когда я наблюдала наше общественное движение «Трезвая Якутия, трезвая Россия», то вот про все нужны это поддержка, во-первых, во-вторых, это финансы тоже. А по образованию? Он инженер-строитель, и он мне помогал и помогает в том, что мы по районам же всю республику объездили, и нам приходилось и на машинах, и так далее, и в основном на свою машину садились, и вот ездили и работали. Это очень большая поддержка. Но он методист курсов Шичко, он тоже обучался, и тоже проводит курсы, и так далее, и сам он прекрасно знает, что это за метод. Вот. Вы сказали, что у вас какой-то есть нетрадиционный метод, про него поподробнее можно? Нетрадиционные методы, все методы почти у меня нетрадиционные, потому что, проработав 15 лет терапевтом в Чурапчинской ЦРБ, я поняла, что вот, когда работала в отделении терапевтическом, одни и те же люди ложатся и ложатся. Тогда я подумала, что наш метод терапевтический не очень-то эффективный, а почему так и так далее. И оказалось, что мы очень узко смотрим на вещи, только лекарствами лечим и так далее. Когда человек заболеет, а нужно подойти профилактически. И тогда начала искать другие методы. Это было в 1994 году. Вот, хотела спросить, какой год это был. Да, 1994 год, и я изучила иридодиагностику, это диагностика по глазам, когда по глазам видно весь организм, в каком состоянии, обмен, наследственность, чем может он заболеть. Потом начала изучать восточно-китайскую медицину, это аппарат Фоля, приборами. И еще работая в районе, я поняла, что сельскому человеку оторваться от хозяйства, поехать в Якутск, обследоваться, сдавать анализы, это очень-очень проблематично, просто проблематично. И потом простой человек пойдет в городе, потеряется. Там будет он искать куда, кому, чего. И тогда я поставила себе цель, чтобы человек за 1,5 часа, за час все обследование быстро прошел и знал, что у него и как с этим это справляться. И вообще вот эта методика Фоля я посвятила своей матери. Мать моя работала дояркой, и в конце жизни она болела, и когда приехала в Якутск, она не могла попасть к врачам, и тогда я дала себе слово, тогда была первокурсницей, что я найду метод, который будет помогать сельским людям простым, чтобы они могли получить очень быстро, эффективно и диагностику, и лечение. И этим я сейчас занимаюсь, потому что ко мне, когда приходят люди, они сразу диагностику проходят и сразу же и лечение. И это вот моей маме посвящено, Кузьмину Ефросинии Владимировне. Вот так вот. Это методика. Ага. Когда вы этот путь выбрали? Вообще этот путь я выбрала, наверное, сразу, когда поступила, потому что я уже тогда понимала, что человеку невозможно помочь. Это ухо, горло, нос или глаза или так далее. Потому что я из сельской местности, из Алекманского района, село Инях.
Это из того же поселка, где мои известные знаменитые дяди Кузьмин Ариан Ильич, Кузьмин летчик Валерий Ильич. И там в деревне фельдшер работал, и он все делал. И даже чуть ли не операции. И тогда, когда я на них смотрела, я думала, я буду такой же, я буду помогать, и зубы выдирать, и все что угодно. Зубы я не выдираю, но, в общем-то, могу во многом помочь. Вот. И этот комплексный подход, я когда на первый курс поступила, я очень тщательно изучала все направления медицины. Мы же вначале базовые проходили все, и хирургию, и терапию, и все. Я изучала тщательно, как будто это все мне нужно. Хотя я заранее уже знала, что я буду терапевтом. А терапевта выбрала я тоже потому, что это очень широкая область. Это тебе не гинеколог, там, и не стоматолог, не стоматолог. Это то, что очень многие аспекты человеческого организма задевает и лечит и так далее. Вот поэтому терапевт – это самая базовая специальность, которая нужна людям. Вот. А потом уже в 94-м году? А в 94-м году он потом… стал решающим. Да. Вот на этой базе-то уже тогда я стала изучать, но я вообще думала… Я попала на личный врач президента курса в Москве. И там было 15 направлений, чтобы вот этот врач, он с чемоданчиком и держит, и там все у него есть на разные направления, да. И тогда нам приходили профессора из разных институтов и по одному дню рассказывали о своей специальности, показывали. Там иридолог был, психотерапевт, кстати, вот, минеролог, астрологи были, и гомеопаты, и вот из этих специальностей потом, когда оглядывалась, то оказалось, я закончила институт психотерапии в Москве, потом я изучила иридологию, потом я закончила институт гомеопатии, вот, и астрологию не взяла, потому что мне она показалась очень сложной, там нужно вообще погрузиться. Изучила восточно-китайскую медицину, буддизм и иглорефлексотерапию. И вот по этим направлениям я поняла, что я могу более-менее эффективно помогать сразу людям. Вот. И сейчас я занимаюсь. Но я думаю, что основа вообще подхода комплексного к человеку – это то, чтобы он сам управлял здоровьем своим, во-первых. Во-вторых, очень важна гигиена. Я пишу статьи, и вот бактерии, вирусы, грибки имеют очень большое значение, и особенно паразиты. Паразиты меня очень поразили, как говорится, да, тем, что люди лечатся от каких-то болезней, а на это внимание не обращают. На паразиты. На паразитов, потому что приходят с экземой, или слабостью, или анемией, а там паразит сидит, да еще БАДами занимаются, БАДы поели, и там накормили его. Я говорю, вы же их кормите. Вначале вы пройдите диагностику на паразитов. А почему заинтересовалась? Я училась у Надежды Семеновой в Сочи по паразитологии, по очищению организма. И она специалист была в рыбной промышленности, а в рыбной промышленности там очень много же паразитов. А потом она ушла в нутрициологию вот такую, и нам она преподавала о том, что вот собак и там кошек в городских квартирах не держать. Я тогда думала, почему так? А потому что они же, ветеринарная служба не так все может выявить. В сельской местности собаки и кошки, они сами себя лечат, они же в лес идут, траву едят и так далее. А в городе вряд ли. Я так вот сама думаю. И изучая последнее время, я пришла к выводу, у нас есть специфические эти паразиты, которым об этом нужно громко говорить, такие как токсоплазмоз кошачий, да, это прямо поселками зараженные есть, да. И в последнее время это печёночный сосальщик, тоже прямо поселками, потому что луга и вода может заражена быть. Ну, про рыбу-то все знают, это рыбные черви, дифилобатриоз. Ну и лямблии. Лямблии тоже нужно акцент поставить о том, что у нас гигиена продавцов страдает, тех, кто продает фрукты. А я смотрю, вот обязательно, как у них руки они моют, не моют, этого совсем нет. И почему должны страдать тысячи людей от одного продавца, который продает фрукты? И я думаю, нужно обратить внимание санэпидстанции, или как она называется, санэпиднадзор, о том, что как-то этих людей,
чтобы они там мыли руки. А на самом деле это культура. У них нет культуры такой. Они же не профессиональные продавцы. А я помню, что мы по гигиене в мединституте обучались с 1 курса по 6 по этой гигиене. Представляете? А этого человека раз поставили, он продает фрукты. Вот и, пожалуйста. и Да. И население тоже надо этому как-то. Раз уже покупает не в том месте, то нужно дома как-то тоже прийти. Я даже написала статью «Гигиена» в 1995 году. И она очень была актуальна именно во время ковида. Потому что именно как себя уберечь простым способом, человеческим, не таким там заумным и так далее. А как? Простое, совсем простое, это то, что мы использовать нужно уксус, соду, соль, горячую воду и холод. Кстати, вот про холод мы забываем, что у нас холод есть, который убивает многие бактерии. Да, в том числе вот люди болеют бронхиальной астмой. Я вот иногда поражаюсь, приходит с бронхиальной астмой, уже гормоны, а на самом деле у него это пылевой клещ. А пылевые клещи у нас начали появляться, когда китайские товары пошли. Я не научный работник, я практик, и я просто наблюдаю. Потому что я много лет уже работаю, больше 40 лет, у меня общий стаж больше 50 лет, потому что я еще санитаркой работала. И когда появились китайские товары, появились аллергии вот такие, это дыхательные, да. А самое-то интересное, что вот этот пылевой клещ, он не уничтожается почти лекарствами. Он очень такой стойкий. Хлорка? Но хлорка тоже не очень действует. Действует, но не так. Она же в пыли находится, все. И вот одежду, которая у нас сейчас имеется, у нас скоро морозы будут, минус 50 градусов. Если вы на сутки выбрасывать будете одежду в шкафа, в которой висит, на мороз, на сутки уже уничтожаться будет. Минус 30 убивает за 3-4 дня. А дома? А дома как только бороться? Паровым утюгом. И, кстати говоря, я проверяла парогенератор, он слабее, оказывается. И поэтому утюг замачиваете в уксусной воде тряпку, набрасываете на постель, на матрас, на одежду и проглаживаете. Вы уже намного количество этих самых клещей уничтожите. Ну, насчет клещей надо вот думать. Наш прибор, он определяет даже от чего человек, где он заразился, каким образом. И тогда мы пути профилактики, так как я длительное время помогала и работала инфекционистом в Череповецком районе, я вот очень изучила, что важна профилактика, важно пути заражения, а уж лечение это в последнюю очередь. Потому что помню, от клеща птичьего женщина лечилась за дорогую цену, там 50 тысяч, сколько-то, в течение 3 лет у врачей, и бесполезно. А оказывается, она лечится, приходит домой и ложится на ту же подушку, которая заражена. И опять у нее лицо все в клещах. Вот это у меня так поразило. Круговорот. Да, ну на самом деле здравомыслие должно быть. Вообще-то там тут знаний-то особо-то и не нужно. И вы этому посвятили всю свою жизнь? А мне просто интересно. Мне интересно, у вас еще муж такой молодец, да? Вас поддерживает, с вами везде ездит. Не все, может, я так делаю. Да, кстати, такой, да. Да, и буквально в следующем году, вы уже 27 сентября, отметите свою золотую свадьбу. Мы вас от всей души поздравляем, Валентина Михайловна. Наша программа подошла к концу. Надеюсь на еще встречу очередную и до скорых встреч. Да, мы не успели. Уважаемые телезрители, до свидания.